Сегодня мы встречаемся с первыми резидентами философской резиденции колледжа филологии, которая призвана сделать Ярославль площадкой для современных философских высказываний, современных исследователей. И сегодня мы познакомимся с двумя исследовательницами, Ликой Каревой и Йожи Столет. И начнем с выступления Йожи. Но перед этим я еще скажу материальный момент. Так как вы знаете, что у нас нет интернета, и я не могу вывести на экран штуку с донейшеном, у нас есть вот там вот корзиночка около входа. Можете положить туда, сколько вы считаете нужным. И потом во всякие чаты мы скинем тоже адрес, номер, куда можно тоже будет перевести благодарность. В целом все. Начинаем. Спасибо. Привет всем, меня зовут Йожи Столет, я из Санкт-Петербурга, и я занималась киберфеминизмом очень довольно долгое время, около 10, наверное, лет, и это киберфеминизм, такая неакадемическая философия, и мы всегда занимались исследованием женского, технологий, в таком постструктуралистском, постделезианском ключе, но потом я пошла учиться в академию и занялась еще также исследованием античности, Платона. И моя научная работа, она посвящена времени. Мое нахождение, в принципе, в академии создало для меня такую ситуацию, где мое собственное высказывание мне нужно было расположить в таком академическом ключе, но при этом мне хотелось также и свою собственную неакадемическую деятельность также каким-то образом вложить в это исследование, поэтому моя линия в этом анонсе называлась постструктуралистское исследование античности, хотя я занимаюсь, в принципе, современной философией, но в рамках своего исследования я пыталась свое увлечение античностью и свое увлечение современной философией, постделезианской, каким-то образом синтезировать, можно сказать, и, по крайней мере, совместить. И я выбрала такую тему, как темпоральность, и тема моей научной работы была темпоральность, нелинейная темпоральность в цифровую эпоху. Это связано с дигитальными структурами, с цифровыми машинами, в том, как время воспринимается, создается в современности через эти машины. Но начинаю я свое концептуальное исследование именно с античности. И вообще с понятия времени, хотя я не хочу давать какого-то онтологического понятия. Очень для меня неразрешимый вопрос, что такое время, и я не хочу давать такого определения прямого онтологического, какого-то объективного. Я беру такую рамку французского исследователя Бернара Стиглера, который исследовал время через технику. У него есть такая работа «Техника и время». Ошибка Эпитмея — это персонаж греческого мифа, который, когда создавался человек, он забыл дать ему какие-то способы выживания в мире, и Прометею пришлось исправлять эту ошибку технически. И вот поэтому я беру время через его следы и через его способы его создания технические, политические, эстетические. И начну с того, что первая техника времени — это вообще тело человека. То есть человек нуждался в том, чтобы каким-то образом выделить себя из того континуума пребывания в некой неразделенности своего становления, своего переживания жизни. И вот это стояние под солнцем, отбрасывание тени, такая первая линия, которая отделила человека, в принципе, от внешнего мира. И, в принципе, время можно представить как такие следы, такие зарубки. Мы можем вспомнить из каких-то фильмов, например, про нахождение в тюрьме, где заключенные оставляют такие зарубки, чтобы структурировать себя, выделить себя из этой системы, или
например, это как бы создать вот такой разрыв между собой и тем пространством, в котором он находится, с помощью вот этих насечек современных, как бы разрезать это переживание и вести собственную как бы субъектность в мир и войти как бы в мир закона, в мир культуры и в саму себе человечность. И в античности первый Платон, он как бы начал осторожно размышлять о времени, хотя не напрямую никогда не писал про время никаких, ну, естественно, не писал трактаты, но и в диалогах он не задавал эту тему как бы напрямую. И очень интересный миф он дает в диалоге «Политик», так как время, как я потом позже раскрою, связано с политикой, это то, что он дает в политике, очень важно для понимания времени, и этот миф, он связан как бы тоже с отделением, с неким разделением архаичного от как бы модернистского. И история человечества делится как бы на век Хроноса и век Зевса. Век Хроноса это время, такое время, когда времени как бы нет. То есть мир движется, космос движется сам в неком направлении, его движет сам Демиург, как бы Бог. И есть как бы там две цепочки означающие, которые как бы различаются в этих двух мирах. Второй мир — это мир уже Зевса, там он уже не управляется напрямую Богом. И какие различия между временем, которое управляется как бы напрямую, и временем, которое создается уже человеком. То есть век Хроноса — это попечение, прямое попечение Бога, отсутствие войн, отсутствие государства, нет собственности, нет памяти, нет труда, веганская пища, наличие досуга, отсутствие эроса, это важно. И время движется от старости к юности. Когда уже наступает век Зевса, то есть это современный, можно сказать, мир, это отсутствие, человек остается один, без Бога, напрямую он не управляется больше Богом, за ним нет попечения, и появляется наше время от юности к старости, появляется как бы смерть в ее таком нашем привычном понимании, появляется память, эрос, то есть рождение новых существ, войны, государство, собственность, труд, поедание животных, и все вещи, которые привычны для нас в этом мире. И Платон как бы разделяет вот эти два мира и показывает, что вот время становится как бы следом божественного ритма. То есть то, что было как бы изначально нечто правильным, оно теряется, оно уходит, и как бы человек остается тем, кто должен как бы разгадать этот ритм с помощью создания времени, но это всегда лишь подражание. И потом мы уже переходим, например, к пониманию времени Аристотеля, когда появляется уже не ритм, а аритмос, это число. Время как число движения, Аристотель дает такое определение в 10-й книге физики. И число — это уже не ритм, это дискретность, это одинаковое количество между тактами. Это способ измерения последовательное, измерение казуальное, измерение целеполагания. И время становится вот такой техникой измерения. И эта техника измерения, она как бы перестает быть такой вариативной, она остается как бы наши привычные часы, когда у нас время разделено одинаковыми промежутками. Эти промежутки, они как бы одинаковые по качеству. И тут как бы, когда в процессе моего исследования я понимаю, что время, оно на самом деле обладает такой химерической природой, оно как бы есть, и его как бы нет. И когда мы мыслим время, мы понимаем, что мы не можем как бы уловить будущего, прошлого, его как бы нет, они видят только следов. Настоящее, оно тоже как бы только, оно даже не переживается, а просто постоянно как бы ускользает. Но время остается вот как-то связано с техникой, оно как бы, мы его используем мы связаны с ним через ту технику, которая создается, например, часы, солнечные часы. Платон изобрел будильник, как Диль пишет в античной технике, книге, тоже, это, мне кажется, интересный факт.
Но и появляется внутреннее время. Это тоже есть такая проблема, что время становится способом понимания себя. Вот у Августина в исповеди очень много посвящено времени рассуждений, и Августин, задаваясь вопросом «кто я?», отвечая на него в исповеди, он использует время, то есть время становится таким растяжением души от настоящего прошлого, настоящего будущего, способом создания некого «я», как некого нарратива о себе, способа связывания, моральности, как дискурсивности. Это уже не такое количественное время, не дискретное, как у Аристотеля. Это время длительности, которая потом откроет Бергсон уже в 20 веке. Вот слайд. И вот я выделяю как бы вот три понятия: хронос, кайрос и вечность. Ну, вечность это на самом деле такой рандомный рисунок. Хронос, да, мы видим вот эту линию, это причинно-следственная как бы линия связанных моментов. Кайрос, ну, часто кайрос понимается как некий удачный момент, но в античности существовала традиция понимания кайроса именно как времени связывания дискурсивности. То есть это время, когда создание неких смыслов, которые создают количественный как бы переход. И этот переход, он нами может восприниматься, например, переход удачный, как позволяющий нам попасть в некую удачу, в некое яблочко, можно сказать. И этот кайрос, он был как бы метафорически связан, например, с качеством, с технологией качества и с неким попаданием стрелы в прореху доспеха. То есть это некое такое время, когда все складывается так, как нужно, но это складывание, оно происходит именно как бы и дискурсивно, и в то же время это некий качественный скачок смысла. Еще вот последний это эон, это тоже платоновский концепт времени, вечность, такое время, которое на самом деле раскрыто в обе стороны, будущего и прошлого. Это вечность не что-то застывшее, на самом деле, это такой момент, который переживается как полная открытость прошлого и будущего. И я люблю такой пример из Федора, где даны два типа времени на примере любви. И первый пример, он, мне кажется, знаком всем современникам, потому что такое понимание любви очень распространено, когда мы понимаем любовь как некое начало отношений, их развитие и конец. Это, вот, можно сказать, хроносное такое понимание любви, что мы, когда знакомимся с возлюбленным, мы уже заранее знаем, что любовь конечна, что отношения закончатся. Это Платон дает через речь софиста Лисия, который говорит своему возлюбленному: я уже знаю, что наши отношения когда-то закончатся, поэтому я предлагаю тебе хорошее партнерство и выгодное. То, что наши отношения закончатся, и мы не станем врагами, мы останемся друзьями, и все будет хорошо. Но сам Платон через Сократа, он дает другое понимание любви именно через время эона. То есть влюбленный, он совершает качественный скачок, вдруг любовь случается, и тогда наше прошлое оказывается перезаписанным, и также наше будущее не определено. Мы как бы находимся в неком состоянии, как Платон сравнивает с состоянием касания как бы божественного умом. И оказывается, что это эон, это вечность, это время нечеловеческого в человеке. Ну, в данном случае Платона это божественный. Например, Делез тоже использует эон. Он скорее, для него нечеловеческое, это скорее машинное в человеке. То есть Делез переворачивает логику Платона, но в принципе сама схема остается похожей, потому что это время полной раскрытости времени. Это когда мы, так скажем, если просто говорить, мы не думаем, что когда-то любовь закончится, мы думаем, она навсегда.
И дальше я хочу такой совершить прыжок на машине времени в 20 век и уже обратиться к цифровым машинам, к изобретению и в то же время изобретению понятия времени у Бергсона. И Бергсон открывает длительность, которая на самом деле очень похожа на то, что пишет Августин, как вот этот кайрос, время чистое, время креативное, время качественных изменений, связывания. У Бергсона, так же как и у Августина, центром связывания оказывается память. Именно память оказывается оператором, который связывает те события, которые происходят в нашей жизни, и проводит отбор этих событий. И интересно, что кибернетик Норберт Винер, он пишет статью про кибернетику, соответственно, но он пишет в ней о времени именно Бергсона. Он говорит, что Бергсон приписывает это время исключительно человеку. Но, как считает Норберт Винер, это время на самом деле является временем цифровых машин. Но чем оно отличается от привычного времени, понимаемого в то время, Бергсон отталкивается от физического времени. То есть он говорит, есть другое время. Есть физическое время, да, и время физики. Вот это хронос, можно сказать. Это дискретное вот это время, но и Бергсон ему противопоставляет вот это свое чистое время. Но и Винер, он говорит, что машины действуют точно так же, современные именно цифровые машины, они тоже на самом деле живут в логике вот этого чистого времени и времени длительности. Но почему? Почему, например, индустриальные машины XIX века жили в механике вот этого физического времени? Он говорит о том, что у цифровых машин, так же как и у человека, есть сразу несколько видов памяти, во-первых, краткосрочная, долгосрочная, во-вторых, их восприятие точно так же, как, не восприятие, это каналы, через которые проходит информация, также множественны, как у человека. То есть почему эта длительность возникает? Потому что человек воспринимает сразу же несколькими каналами зрения, слух. Это все не может быть чем-то единым заранее, то есть это нужно как-то связать. И это связывается именно через длительность. И Винер, он приводит какую метафору. Даже метафору, пример, скорее, аналогию с звездами и облаками. Звезды, когда мы можем посчитать звезды, потому что они дискретные, они движутся предсказуемо, их легко посчитать, но облака мы посчитать не можем. Облака — это нечто, скажем, не то, что мы можем обозначить как объект. У них нет таких границ, как у звезд, во-первых, и они часто образуют какие-то сгустки. То есть для того, чтобы посчитать облака, нам нужна другая система, в принципе, счисления ион. Винер, он говорит о том, что именно цифровые машины, они работают вот в этой логике данных, которые структурированы как облака. И связывание множества различных данных в неком едином центре. И он так открывает вот эту позитивную и негативную обратную связь машины. То есть то, что Бергсон называет памятью, это такой оператор в машинах позитивной и негативной обратной связи. То есть позитивная связь, она усиливает некое действие, некую тенденцию, негативная, наоборот, она старается удерживать лучшие решения. Это некий гомеостаз. И у Бергсона есть в отношении человека похожая аналогия, что само по себе тело человека осуществляет отбор интересного и неинтересного. То есть мы никогда не равнодушны, некоторым образом наше тело само по себе выделяет из пространства то, что нам интересно, и то, что нам неинтересно. Так же, как в машинах это происходит с помощью негативной обратной связи. И в 20 веке начинается вот эта битва за время. Кто же победит? Вот это физическое, единое время, единая история, которая навязывает как будто бы нам государство, единый правитель. Или вот эта множественность, которая каким-то образом действует через вот эти циклы рекурсии, скажем.
казуальность или свобода. И уже в конце 20 века происходит поддержка вот этого бергсоновского времени Делезом. Ну, про Делеза отдельная история, я не буду рассказывать про делезианскую теорию времени, она, мне кажется, очень интересная, но это можно отдельную лекцию, наверное, прочитать, но то, что осталось как бы в постделезианском понимании, более упрощенная, так скажем, картина его последователей постделезианцев, там Никленд, Сесиарью и прочие, они как бы тоже работают в логике Делеза, но при этом, как и Делез, они отказываются от персоновского, винеровского понятия памяти и негативной обратной связи. То есть для них это, так скажем, ложная тенденция сохранить гомеостаз, сохранить традицию, и все от этого нужно как бы избавиться и полностью дать власть вот этой позитивной обратной связи. Например, Никленд называет ее зависимостью. То есть чем больше мы чего-то делаем, тем больше мы хотим это делать, и мы должны дать этому некую волю, чтобы машины, эти современные цифровые машины, они каким-то образом сами творили креативно вот нашу реальность, без всякого вмешательства человека в виде отбора ценностей, аксиологии и там, понятия справедливости и прочее. То есть дать машинам полную свободу и этому новому времени, этой новой длительности воплощать якобы как бы себя в этом становлении без таких атовизмов, как память человека, как ее отбор, как связывание, некие целостности, которые понимаются ими как репрессивные структуры единого Бога, по-прежнему навязывающие свое единство. И я хотела дальше немножко поговорить. Ну, вот в этих хроновойнах есть там как бы разные подходы, как вообще обращаться со временем. Там есть вот какие-то отдельные CCRU исследователи, которые ищут в истории странные события, с помощью которых мы можем каким-то образом по-новому эту историю понять, как бы через множественность, не через некое вот это единство структурированное, как бы полностью отменить хронос, как бы вот это навязывание единства этому времени, полностью дать ему свободу в этой множественности, в этом становлении. Но вот когда я исследовала модальности времени, то я поняла, что некоторым образом эта модальность времени как память, она связана со справедливостью, память, прошлое. И именно это и хотят отменить вот эти как бы современные философы, по крайней мере в тех формах, в которых они нам были даны, истории. Но само по себе прошлое — это очень тоже интересная как бы модальность. Вроде бы прошлое оно было, и как бы, но его уже нет, как говорит опять же Аристотель. И оно существует и не существует. Но как оно существует? Оно существует в виде неких следов, либо образов, либо артефактов, но которые как будто бы находятся с нами в нашей реальности. Некоторым образом они оставляют следы через чувственные переживания, но их в то же время и не существует. Вот Платон понимает память как возможность и забвения в том числе. То есть память не то, что некоторым мертвым грузом лежит в наших воспоминаниях в виде образов или в виде артефактов. Это некое движение припоминания постоянное. То есть, чтобы актуализировать прошлое, мы должны некоторым образом это движение совершить, это движение души, и создать движение разрешения, в том числе противоречий. И эта техника, это техне, это постоянное упражнение. Именно поэтому для Платона так была важна память, и в этом возникает проблема с письмом. Письмо оказывается неким протезом памяти, и в диалоге Федор он как будто бы с критическим таким посланием выступает в отношении письма. Но в чем проблема была с письмом? Во времена Платона письмо только как бы появилось, оно стало активно внедряться и противопоставлять себя устной традиции.
Но проблема с письмом, как вот я интерпретирую, это внедрение вот как раз устройства самой памяти, исключение памяти как нехватки. То есть если мы можем понять память как возможность забвения, то письмо исключает возможность этого забвения и обратного припоминания. И письмо как бы маскирует эту нехватку, оно дано уже в целостности, некой иллюзорной полноте. Так оно и было. Мы как бы можем прочитать какие-то тексты исторические и подумать, что вот, да, так оно и было. Что на самом деле, возможно, не является как бы истиной, но письмо создает такую иллюзию. И в то же время письмо создает ситуацию, когда невозможно исправить, как бы невозможно исправление образа и разрешение противоречий, накапливаются ошибки. Как бы, потому что все тексты разные, они друг другу противоречат. Множество традиций, множество описаний. И создание, например, Александрийской библиотеки, оно одновременно было таким технологическим центром своего времени. То есть это огромная библиотека свитков, огромное накопление вот этих текстов. С другой стороны, люди не знали просто, что с ними делать, с этими текстами. Как бы это был огромный груз памяти, с которым невозможно было работать, он был отчужден от человека. И как справились уже римляне с этим наследием? Ну, во-первых, часть была сожжена каким-то образом случайно. Но также появилась традиция чтения, то есть появились новые техники чтения, и вот эта нехватка, она была восполнена с помощью возможности интерпретации. То есть интерпретация дает нам снова эту возможность припоминания, потому что интерпретация — это всегда некий, включает в себя возможность произвола и разрешения вот этих ошибок. Возникли целые вот эти культуры комментирования текстов, интерпретации, техники. И на этом была построена уже целая там средневековая традиция философская. Таким образом, это помогло вот это отчужденное прошлое, которое содержит в себе множество противоречий, каким-то образом усвоить и стилизовать через другую культуру. Ну и вот эти ошибки, да, накапливаемые, мы тоже можем сейчас с этим столкнуться даже вот, в большей степени, потому что тот объем памяти, который мы имеем, дата-центры и прочее, оно намного превосходит Александрийскую библиотеку, и количество текстов превосходит, и гораздо больше возникает проблем. И Бернар Штиглер, он говорит о том, что у нас не существует вот этой традиции чтения. Мы на самом деле потребляем эту информацию, эту память, не зная, как ее воплотить в письмо. То есть мы являемся такими пассивными ее носителями, отчужденными. И никаких техник у нас как бы пока не возникает. И это становится причиной некой культуры призраков, когда мы оказываемся в режиме постоянной ностальгии, где вот эта память, она все время возвращается через моду, через циркуляцию, опять же, вот через цифровую, где постоянное то, что как бы будто бы забыто, оно постоянно возвращается, и оно не уходит, как бы прошлое не уходит, оно постоянно присутствует в виде этих призрачностей. Образом, как бы оставляют этот конец истории и невозможность вот эта ситуация как бы обеспечивает ситуацию вечного настоящего, когда эти призраки, они не разрешаются, они не усваиваются и продолжают циркулировать. Но какая вот связь со справедливостью, которую я тут обозначила? Я тут обращусь к Жаку Деррида, который написал «Призраки Маркса». Как раз он показывает, что вот эти память как пространство общего и нарушение, накопление вот таких ошибок, накопление неразрешимых противоречий в прошлом, оно возвращается призраками. Деррида пишет эту книгу, когда Советский Союз распался, и как будто бы марксизм перестает быть полностью актуален, и все западные философы хотят написать книгу про Маркса, потому что Маркс возникает как призрак.
И Derrida считает, что мы должны как бы научиться с этими призраками жить, мы должны научиться каким-то образом с ними разговаривать. И в это время боевых фантазий хотели его каким-то образом вставить обратно. И я хотела привести пример такой тоже из античности, призрачный пример. Это трагедия Елены Еврипида, где Еврипид делает очень, на мой взгляд, интересный ход. Елена — это женщина, да, похищенная троянцами, из-за которой началась Троянская война. И это женщина, на которую ложится вся вина, на самом деле, и в истории Греции. И долгое время вокруг нее вот это клеймо, оно как бы на ней держится, что на самом деле это Елена виновата в том, что она убежала с троянцами, из-за этого развивалась война. И она постоянно являлась им в виде призрака. И возникло целое движение защиты Елены. Это Горгий написал речь в защиту Елены, что Елена не виновата, что это Логос ее как бы соблазнил, что сила Логоса была слишком велика. А также Еврипид, он показывает в своей трагедии, что настоящая Елена была в Египте. А ту, за которую мы воевали, это был призрак, фантом, он был как бы эфирный, то есть неким образом божественный призрак, что Елена не виновата, но и как бы греки тоже не виноваты. Если бы греки признали, что Елена не виновата, им бы пришлось признать, что они затеяли войну и разрушили государство, они совершили хюбрис, дерзость. В греческой традиции совершение хюбриса это означает, что они должны быть наказаны разрушением своего собственного государства. И вот эта вот ситуация с Еленой, Еврипид как будто бы ее пытается решить через обозначение Елены как призрака. И это само по себе, мне кажется, таким симптоматичным, что Елена действительно призрак, который тревожит греков, потому что от этого призрака зависит, будет разрушена Греция или греки на самом деле не виноваты, и они должны процветать. Ну, также ситуация призрака Гамлета, который является его отец. На самом деле, вот у Жижика интересная интерпретация была, почему все-таки Гамлет не может выбрать, мстить ему или не мстить. Не потому, что он такой нерешительный психологический человек и слабохарактерный. На самом деле он находится в противоречии, потому что его отец сам был нехорошим человеком, он совершил хюбрис сам, он напал на другое государство, и отомстив как бы за отца, Гамлет бы сам стал, отца Гамлета зовут Гамлет, Гамлет бы стал отцом, своим отцом Гамлетом, то есть тем, кто совершил хюбрис. Ну так и получается, что в конце трагедии драмы Гамлет все жители этого государства, правитель умирает, и правитель того государства, который был захвачен, Фортенбрас, он снова уже захватывает гамлетовское это государство. Как бы, отец Гамлета убил отца Фортенбраса, и Фортенбрас-младший становится тем, кто становится на месте Гамлета. То есть, на самом деле, Гамлет, устранив и Клавдия, и сам погибнув, он восстановил некую справедливость, освободив как бы место для Фортенбраса, отец которого был убит отцом Гамлета. Ну, я, наверное, со справедливостью более-менее понятно. Я хотела рассказать еще об одной модальности. Это будущее, конечно, которое очень интересует нашу культуру. Наша культура как будто бы ориентирована на будущее, хотя и не может никогда в настоящий момент, точнее, к нему приблизиться, как будто бы будущего нет. И будущее настоящее как будто бы немыслимо, то есть то, что в модернистское время мыслилось как мечта, возможность, свобода, оно некоторым образом оказалось закрыто. Как свобода — это будущее, мыслит, например, Ханна Аренд. Она связывает
будущее как свободу. Тоже, как и прошлое, будущее нам не дано, да, но мы хотим всегда знать о будущем что-то. И мы хотим знать о нем по следам, которые на самом деле оно как будто бы разбрасывает, можно так сказать, хаотично разбрасывает в нашем настоящем. Мы отыскиваем эти следы, знаки, вот эта традиция гадания, традиция искать в будущем в настоящем следы будущего, попытки собрать из этих следов хаотично, может быть, находящихся в настоящем какой-то образ. И да, будущее связано с образом, с собиранием как бы образа. Интересно, что царе Эдипе будущее дано сразу же, как начинается трагедия, то есть это пророчество. Пророчество, которое разворачивается, и от него нельзя, от будущего нельзя уйти. На самом деле, будущее дано настоящим, и мы можем даже о нем знать, но мы не можем. Чем больше мы его избегаем, как Эдип, тем сильнее это как бы спираль времени вкручивается, тем будущее быстрее приближается. На самом деле Эдип, он хотел избежать своей участи, зная о своем будущем, но все его движение вело к тому, чтобы его приблизить. Будущее, оно делается как праксис. И тоже, как и с памятью, это движение, некое движение собирания. Оно связано с воображением. Воображение — интересная вещь, и вот Кант в критике чистого разума дает некий пример воображения. Вот у нас есть 3 линии, и каким-то образом нам удается сложить из него треугольник. Вот это как бы есть работа воображения. Ведь эти 3 линии, они не предполагают на самом деле никакого треугольника. Но когда мы осуществляем движение синтеза концептуального или синтеза впечатлений, у нас может появиться некий образ, который становится схемой. И эта схема воображения, она отлична от фантазии. Фантазия — это некое частное проявление воображения, само по себе воображение — это всегда нечто общее. И это некая способность, на самом деле, эстетическая, которая разделяется людьми друг с другом. И вот эти образ-схемы, например, тут может быть треугольник, а может быть, например, Сократ, как философ par excellence. И Сократ становится схемой, которая создается воображением. Сократ — это на самом деле во многом фикция, хотя и основана на реальных событиях. Это фикция, которая дает возможность для всех остальных философов быть вообще, в принципе, философами. То есть это схема, которая создана воображением, как заброс в будущее, которая всех остальных философов уже в себя включает, так же, как и Гомер, как поэт, включает в себя всех поэтов. В русской традиции там Пушкин или Александр Македонский, как такой политик, завоеватель, он включает в себя всех будущих подражателей, потому что он становится вот этим образом воображения. И как бы само по себе воображение, да, создает схемы, но есть еще и нарратив, есть язык, скажем, из которого складывается будущее, некая метафора, например, просвещение, да, вот это направление, некое направление как на расколдовывание мира, где знание, оно становится как бы включено во время. А Солнце становится вот схемой, образцом для вот этого будущего, к которому мы как будто бы стремимся. И проект просвещения начинается с Солнца, с этого глаза, который стремится овладеть миром и таким образом структурировать время в единую линию. Но оно заканчивается тем, что этот глаз, это Солнце, оно становится черным солнцем, так скажем. Это мы можем увидеть на примерах уже модернистской литературы XX века, где
где солнце или глаз как всевидящее око такое, становится как у Батая, там, в истории глаза, оно падает в вагину девушки в самое темное место, или становится лучами солнечного ануса, как у Делезы и Бакари. И солнце содержит в себе вот эту инверсию, глаз разрезается, как в фильме Бунюэля. Таким образом, вот этот нарратив просвещения, он как бы заканчивается, с одной стороны. С другой стороны, он обнаруживает как бы сам себя, он знание о самом себе. И таким образом он как бы через катарсис, через это понимание заканчивается. Хотя и современные философы пытаются возродить проект просвещения, но что может этому мешать? Это вот это внедрение других структур времени, прежде всего времени машин современных. Потому что они не устроены на производство знания, как хотелось бы, например, адептам просвещения. Они устроены на производство управления и циркуляции. И таким образом время, оно как бы становится постоянно циркулирующим, где будущее, прошлое и настоящее некоторым образом не сведены в линии, а постоянно находятся в рекурсии, связке и развязке. Ну и воображение, оно некоторым образом вот определяется через современный интерфейс. То есть то, что раньше было работой вот этой души, так скажем, движением души, протезным образом заменяется интерфейсом. И есть вот такая работа Бренды Лорел, которая она создавала интерфейс, при этом была исследовательницей, и она сравнивает современный интерфейс с греческой трагедией. То есть греческая трагедия была таким автоматом производства воображения, образов, но в современном, как она считает, в современной реальности этой трагедии становится интерфейс. То есть она берет поэтику Аристотеля, есть некие элементы, история, характеры, впечатления, музыка, ощущения, и показывает, что современный интерфейс, он как бы вовлекает пользователя именно в такую же ситуацию, в которой был зритель трагедии. Каким-то образом интерфейс структурирует наше воображение, автоматизирует его и создает вот эти вот темпоральные режимы, где некоторым образом будущее оказывается ими, тоже в них как бы включено, как через управление. Наверное, это не очень понятно, но последнее, что я хочу сказать, это некоторым образом смена нарратива, так скажем, связанная с фикциями, с воображением. Если мы видели, да, линейные нарративы просвещения, которые воплощались в научной фантастике. Это вот классическая история о знании, на самом деле, где знание количественно как бы превращается, и фантастическое выступает неким образом знания будущего, воплощенным, например, в открытиях там, 20 тысяч лет под водой или там путешествиях в космос. Но каким-то образом это направлено на некое новое знание. Но современные фикции, они устроены по-другому, они устроены именно как метод нарезки. И как бы сама процедура фикции, это на самом деле основана на боди-хорроре и киберпанке. То есть некое расчленение и фрагментации реальности, где нет некой целостности, и также как мы разнесены по этим циркулирующим машинам нашей идентичности, нашего воображения. Также это отражается вот в этих вымыслах, где как бы алгоритмически мы как бы расчленены, по сути, циркулируем во множестве ритмов реальности, которые как бы буквально разрывают нашу психику и тела на множество темпоральных каких-то слоев. И, соответственно, появление автоматического письма тоже связано вот с появлением и цифровых машин, потому что так, некоторым образом, да, вот время перестает быть нарративным от начала к концу, оно полностью становится множественным. И
это связки, которые в нем происходят, они связки именно фрагментов реальности. Спасибо. Вопросы? Сейчас, секунду. Давай у тебя будет этот, а тот я буду давать сам. Прежде всего, спасибо за лекцию. У меня не столько вопрос, сколько, наверное, пара дополнений будет. Но прежде всего, вы начали с концепции времени, отталкиваясь от античного автора, как Платон. Но мы, благодаря некоторым нашим товарищам, знаем, что существует помимо линии Платона также линия Демокрита. Это античный атомизм, и в котором время трактовалось очень своеобразно. В самом деле, если мы откроем фрагменты Демокрита, мы увидим там очень интересное и материалистическое, и современное противоречие. Демокрит выдвигает два противоположных тезиса. С одной стороны, в пустоте, где падают атомы, нет ни верха, ни низа. С другой стороны, эти атомы падают сверху вниз. Как это совместить? И, насколько я понимаю, само существование падающих атомов, оно связано с локальными относительностями верха и низа, которое связано с локально действующими силами притяжения и отталкивания. От полюса отталкивания к полюсу притяжения распределяется многообразное движение элементарных частиц и их конгломератов. И отталкиваясь от такой концепции времени, мы можем выстроить не только вот указанные концепции, как линейное физическое время, как время удачного стечения и как некоторое цикличное время вечного возвращения. Но также мы можем дать более материалистичную, более конкретную трактовку многих современных процессов. Потому что вы описывали, привели много хороших и поэтических примеров из Гомера, из Аристотеля и другие моменты. Мне, честно говоря, было бы более интересно услышать про диалектику материального производства, как она развивалась. И если мы возьмем современное производство, и все эти трактовки, действительно ли вот это линейное время модерна, связано с временем поступательного прогресса, действительно ли оно куда-то пропало? Что если мы начнем просто считать количество событий в мире, как они происходят от микросоциального до макросоциального уровня, насколько у нас повышается энергоемкость мирового производства, как растет количество заводов и их мощность, как растут информационные машины, то есть те событийные потоки, которые у нас в обществе функционируют и которые определяются как раз качественное измерение времени. Мне кажется, мы вполне придем к новому, но вместе с тем во многом нетрадиционному пониманию прогресса, как нарастающей сложности, которая идет с ускорением по экспоненте, вплоть до того, что гендиректор OpenAI Сэм Альтман, он договорился недавно до того, что технологическая сингулярность, то есть материальная база посткапитализма, то есть коммунизма, она уже наступила. Вот, и это лишь вопрос, когда под эту базу у нас подтянутся следующие настроечные политические институты. Спасибо большое. Я думаю, что хроновойны, они не закончены, они, конечно же, никуда Хронос не девается, и думаю, Демокрита тоже. Я еще не разбиралась в этой традиции, мне было бы очень интересно, на самом деле, об этом тоже подумать. Но в целом, я думаю, что множественность времени, она как бы присутствует. То есть и Хронос, и само по себе увеличение, так скажем, акторов вот этого управления, времени управления, как алгоритмического, в том числе пружин, оно вносит существенную как бы коррективу в доминации вот этого хроносного единого времени. То есть все-таки некое напряжение оно носит, и мне кажется, оно создается такие, по крайней мере, на уровне, может быть, воображения, на уровне, может быть, идеологии, собственные мифы, которые в том числе влияют на наше восприятие времени. Но мне кажется, что и в какой-то момент эта тенденция может быть перехвачена, скажем, другой как бы, силой. В деревне, в Ярославле и в Москве социальное время идет с разной скоростью. Точно. Еще вопросы?
Спасибо большое, прекрасное повествование. У меня будет вопрос, не комментарий. Не могли бы вы рассказать, может быть, свою какую-то личную точку зрения по поводу природы времени, как вы его воспринимаете, потому что было перечислено много интересных подходов, исторически связанных. Вас как автора, как исследователя, может, какой-то из них больше привлекает, и если есть какой-то свой взгляд на вещи, интересно, мне кажется, было бы его услышать. А есть секрет, то ничего страшного. Не то чтобы секрет, просто мне вообще интересно вот это вот время вечности, так скажем, время Иона, которое на самом деле раскрывается у Делеза. Я это не брала особо эту концепцию широко, но я думаю, в будущем я бы хотела в ней лучше, может быть, разобраться, потому что, мне кажется, она некоторым образом выходит и за хронологическое время, и за вот это вот время связывания, кайросное время, потому что и она ориентирована, скажем, на совершенно какую-то на другое какое-то переживание времени, что ли. И я думаю, что, наверное, если брать мое личное отношение, то мне вот это время Иона, время влюбленности, когда любовь воспринимается как любовь навсегда, мне кажется, оно наиболее интересно. У меня возникло по ходу лекции два вопроса. Первый возник в моменте повествования про время и про многогранность. То есть мне стало интересно, есть ли сейчас примеры каких-то современных исторических концепций, рассматриваемых через многогранность, без вот линии Хроноса, без вот этой вот парадигмы причинно-следственной. Кто-то рассматривает какие-то исторические эпохи в рамках истории вот многогранно? Какие-то примеры существуют? Вот эта компания исследователей CCRU, они постоянно, они работают с историей как с множественностью, то есть они пытаются разомкнуть как раз вот эту единую линию, но это, конечно, не академические, так скажем, исследования. Думаю, в академии все-таки придерживаются традиционных, так скажем, времени, традиционных взглядов на историю как на нечто единое, так скажем, последовательное, есть причины и следствия, но вот CCRU, они ищут некие противоречия. А как это выглядит? Какие-то есть примеры, чтобы представить себе? Даже не знаю. Они, например, разрабатывают альтернативные какие-то мифологии, которые там связаны с лемурийцами, как будто бы существовали фиктивными жителями Северной Америки, и пытаются реконструировать, каким могла бы быть их культура. Но я знаю, что некоторые мыслители, так скажем, используют вот эти фикции для, в том числе, исследователей каких-то реальных автохтонных культур, которые как будто мы все время упаковываем в наше представление о времени. То есть, например, как архаику или какую-то первобытность. И мы можем посмотреть на вот эти первобытные какие-то культуры не то, как то, что было когда-то и от чего мы ушли, а как на нечто совершенно иное с помощью как раз вот таких методов размыкания времени и фикций, которые дают нам вот такую оптику посмотреть на то, что, казалось бы, мы отбросили, скажем, тоже. Спасибо. И под конец уже вот лекции второй вопрос возник. Вы сказали, что современные философы стараются ввести в современность просвещение, но при этом им мешают вот различные концепции времени, которые сейчас существуют, вот различные ее ипостаси, если так можно сказать. И вот такой вопрос. Возможно ли в таком случае в современном обществе просвещение в этом классическом варианте или как-то иначе? И является ли оно благом или оно наоборот что-то отрицательное? И как вы к этому относитесь, тоже интересно, потому что пока такая полярность в голове. Да, как раз в своей работе я пишу про конкретные тенденции, связанные с новым просвещением. Это там были съезды, посвященные прометеизму и новому просвещению. Называется Accelerate. Это, так скажем, левые философы в основном, как Рэй Брассье или там
XV, они пытались как бы вести вот это, снова вести вот эту тенденцию просвещения, вернуть ее. Но для них как бы, что мешает? Потому что некоторым образом, ну как с моей точки зрения мешает как раз то, что некоторым образом мы находимся не только в традиции знания, каким-то образом само просвещение, оно как бы отталкивается от того, что мы знаем что-то неполно, но мы должны добиться этого полного знания, и некоторым образом мы придем к этому идеалу. Но само по себе современное общество, оно не ориентировано как бы уже не столько на знания, сколько на управление, я считаю. То есть современные машины, их алгоритмы используются прежде всего как развитие систем управления, а не развитие познания. И поэтому управление, оно связано с цикличностью. То есть это еще с архаических, можно сказать, времен, когда некоторым образом управление жизнью это всегда такие циклы. И вот, как бы эта цикличность, она мешает этому просвещению, как мне кажется, развернуться обратно вот эту стрелу, потому что как бы, мы постоянно в этом управлении должны возвращаться к тому же самому. И это прошлое, будущее и настоящее, они становятся как бы вечным таким настоящим. И каким-то образом мы должны либо выбрать, либо мы придерживаемся систем управления нашей жизнью и безопасности, либо мы выбираем все-таки рискованное стремление к знанию и дальнейшее его раскрытие. Наверное, последний вопрос, если есть. Можно задать? Да. Сейчас с микрофона можно. Я извиняюсь, я, может быть, конечно, что-то не понимаю, а почему нельзя просто сказать, что время — это движение частиц в пространстве, изменения? Все движется. Но какого рода это движение, это очень нужно по-разному понимать. То есть оно дискретное или оно качественное? Ну, дискретное, вот, судя по тому, что вы говорили, что можно посчитать звезды, мне кажется, это тоже как бы, не совсем правильный такой был как бы вывод, потому что звезды тоже появляются, звезды гаснут, это тоже меняется, просто не с той скоростью, грубо говоря, с какой меняются облака. Поэтому, мне кажется, дискретно это тоже какое-то такое представление не совсем верное. Ну, на нем основано наше как бы, привычное время, часы, например, это дискретные единицы. Да, но ведь нужно понимать, что частицы меняются, и если мы будем смотреть на эти вещи, на материю объективно, то оно тоже меняется. Растягивается, материя постоянно сужает, она как бы расходится, растягивается, то, что вот говорят люди, которые изучают, грубо говоря, ученые. То есть, по факту, наши часы тоже меняются. Наше время, грубо говоря. В целом Бергсон именно про это. Да? Хорошо. Ну, а в то же время, мне кажется, что идея, то, что все цикличное и меняется, она, мне кажется, тоже не совсем верная, потому что изменения качественные все-таки происходят и в обществе, и в социуме довольно серьезные, потому что, опять же, и представление, как, собственно, и о времени, оно тоже меняется со временем. Правильно? Или неправильно? Ну, на самом деле, мне просто интересно. Вы вот, сами ответили на свой вопрос. да? Вы сначала говорите, а почему просто нельзя дать одно определение времени? А потом вы сказали, потому что время меняется со временем. Нет, я имею в виду просто, почему-то я не услышал такую идею, что представления меняются, и в то же время как бы... И вот про звезды, опять же, я услышал, что звезды можно посчитать, но по факту как бы их нельзя посчитать, потому что они меняются, все меняется. И поэтому цикличности не может быть, потому что цикличность тоже меняется. Да. Правильно ведь? Сначала ваше утверждение было истинным, а в конце вашего выступления оно вдруг стало ложным. Почему? Согласно вашим предпосылкам. Вот это начинается уже трейлер ко второй части. К аналитической части. Можем продолжить обсуждение в всяких около стола с чаем и так далее. Вернемся минут через 10, наверное. Перерыв? Да, сейчас пока перерыв.
Спасибо.